Друзья, всем привет! Почти полдекабря у нас стояла плюсовая температура, было слякотно, сыро, как осенью. И за это время я даже успела посадить у себя на участке кедр, о котором очень долго мечтала, но вот как-то не доходили руки. А тут я вдруг вспомнила, что, оказывается, хотела его давно посадить. Заказала его на Вайлдберрис, саженец пришел очень хороший. Смешала землю с песком и присыпала еще его хвойным опадом. У меня на участке чернозем, поэтому я не стала его удобрять. У меня здесь и так все очень хорошо растет. Посадила я его по всем правилам, не заглубляя шейку, все как надо, не переживайте. А вот как он приживется, я смогу наблюдать только следующей весной. Вот такой вот красавчик. Посадила его вот здесь, вот в конце участка. Здесь у меня, видите, 6 голубых елей растут. И 2 елочки таких вот обычных лесных. И вот здесь кедрик будет. А первый нормальный такой снег у нас начал выпадать где-то числа с 10-го. Появился первый морозец. Погода изменилась в один день, совершенно неожиданно, поэтому для моих кошек это было сюрпризом. Первый пошел. Бел, как тебе? Зимушка, зима. Второй пошел, давай, Мася. Мася, как тебе? Зимушка, зима. Лапы поджимают, смотрите. Так, Кнопа, давай, Кнопа пошла. Ну вы что, девчонки? Ну давайте, гуляйте. Смотрите, какая погода классная. А мне еще птичек надо накормить, девочки. Ну. Отпечатки этих лап. Сейчас Васю позову. Вася побежал. Все, Васька убежал. Вась, смотри, как здесь, смотри. Ну-ка. Вась. Сидят, офигели, не знают, что, не понимают, что делать. А надо уже лопату со двора доставать для чистки снега. Смотрите, лапы какие. Птички щебечут. Так, сейчас я им дам тоже. Так, достала лопату со двора. Смотрите, какая у меня классная. Но я уже ее показывала где-то с 2 ручками. Смотрите, сколько у нас сугроба уже по щиколотку. Обалдеть, да? Все, идем чистить снег. Одним днем. Представляете? Все это. Сейчас вот здесь метелкой смету. Вась, ты домой уже? Вась, ты нагулялся, нет? Девочки бегают, вон, смотрите, Кнопе зарезвится просто. Ой, вот такая у нас красота сегодня с утра. А 9 декабря у меня был день рождения, и я провела прямой эфир ВКонтакте. Пообщалась немножко с вами. Для тех, кто не видел этот прямой эфир, пройдите, посмотрите. Ну и вообще подпишитесь, я там часто планирую делать прямые эфиры. А в выходные ко мне приехали мама с племянником, и у меня появилась возможность съездить в город, отметить свой день рождения вместе с подругой в кафе, поесть суши, которых я так давно не видела. С утра было очень холодно, мороз, метель, снег выпал. Вот здесь я стою, жду такси, когда за мной такси приедет. На такси я добираюсь до райцентра, оттуда уже сажусь на какой-либо автобус, который едет в город, либо договариваюсь с кем-то, кто едет в город на машине, и совместно мы вот так вот собираемся. У нас получается сервис на вроде Тутуру, местный такой Тутуру. Вот, мы собираемся вместе с людьми, которые все едут в город в одно и то же время, и нас водитель везет так же, как на автобусе, даже быстрее получается приехать в город, где-то за 1,5 часа так точно. В город я приехала рано, поэтому сначала зашла в большой продуктовый гипермаркет, купила кое-каких продуктов и зашла в местную кофейню, выпила горячего чая, перекусила пирожком и потом оттуда дальше поехала в верхнюю часть города, туда, где мы собрались с подругой встретиться. Город меня встретил очень сильным таким городским шумом, от которого я уже прилично поотвыкла. Друзья, я на площади Горького. Такая вот у нас площадь Горького, в честь которого был назван город когда-то. Но теперь он снова переименован в Нижний Новгород. Вот это тот самый Горький спиной стоит.
Сейчас мы посмотрим на него с лица. Такая вот у нас площадь. Сегодня очень холодно, потому что ветрено. Ветер бешеный просто, ледяной. Зима пришла все-таки. Я приехала чуть раньше, чем моя подруга, поэтому немножко еще прогуляюсь, а потом уже пойду в то место, где мы договорились с ней встретиться. Вот он, Горький. Против света темный весь. Вот здесь я смотрю, уже елочки поставили. Ну вот, поближе к елочке я подошла. Здесь ее охраняют щелкунчики. Снежинку на кончик повесили вместо звезды. Щелкунчики тут офигенные, огромные. Вот такое вот украшение у нас. Ух, большая елка-то. Вот здесь вот подпись самого, собственно, писателя Максима Горького. И вот здесь ели растут, кстати, в сквере. По бокам, видите? Очень шумно. У нас тут в городе, оказывается, тоже есть голубые ели. Вот. Красотки. Я на центральной улице. Покровка, Большая Покровка она называется. Сейчас я вам покажу. Кое-что покажу. Там дядечка с велосипедом стоит. Уже как слякотно. Вот. Почтальон. Металлический. С сумкой, с великом. Так, иду дальше. Ну и в кафе я пришла чуть пораньше подруги. Это наше любимое место, где мы часто встречаемся. Раньше, когда я жила в городе, мы постоянно здесь тусили. Здесь очень вкусно готовят. Кстати, на встречу с подругой я пришла вот в таком вот красивейшем романтичном платье. Оно из 100% хлопка. Вы уже видели это платье в одном из моих видео и постоянно меня спрашиваете, где его купить. Так вот, это платье от российского бренда Лемоза. Называется оно «Мятная мелодия». Оно из 100% хлопка. Невероятно комфортно в нем себя чувствую. Ну и симпатично тоже. Посмотрите, как оно здорово на мне смотрится. Я вам уже его показывала в своем коротком видеоролике, где приглашала вас на свой день рождения на прямой эфир. Я просто в восторге от материала, из которого оно сделано. Это такой вот плотный хлопок, в нем не жарко летом и не холодно зимой. От бренда Лемоза у меня есть еще одно платье вот такого вот кроя. Оно называется «Княжна». В нем я тоже себя прекрасно чувствую. Оно тоже из такого же материала. Кстати, именно в нем я вела как раз-таки прямой эфир, где вы меня постоянно спрашивали: Наташа, что же это за платье? Так вот, вот оно, платье «Княжна». Оно вот с такими вот кружавчиками на рукавах красивыми, романтичными. В общем, я в восторге и от того, и от другого платья. Они на мне просто великолепно смотрятся, и в них я чувствую себя очень свободно, комфортно. И если вы тоже хотите так же комфортно и красиво куда-нибудь нарядиться, то я вам оставлю ссылку под этим видео на сайт компании Лемоза. У них очень большой ассортимент вот таких вот аутентичных, невероятно красивых и комфортных платьев. В общем, проходите по ссылке под этим видео. Приятных всем покупок! Ну а тем временем мы с моей подругой Таней уже наслаждаемся встречей и вкусной едой. Чай космос просто. Мужик на нас так посмотрел. Это натуральная ткань? Хлопок 100%. Но она теплая, да? Это кажется. Блин, музыка такая классная. Но люди не верят. Говорят, мужчину прячут. Я там почитала так некоторых этих комментаторов. Явно вас кто-то снимает. Люди не верят, что я штатив. Ой. Ну, за здоровье. Оно нам нужно. Чин-чин. Да. Так, Таня мне тут подарила подарок. Это чай, да, Тань? Индийский чай вкусный, с фруктовым ароматом. Я такой обожаю. А это шоколадка и сертификат в магазин. Пойдем выбирать подарок потом. Я вспоминаю себя ту, которая была раньше, когда жила в городе.
Я абсолютно другая. Так, конечно, ты как личность изменилась. И я поняла, что психика так устроена, она, чтобы защитить тебя, чтобы ты не сошла с ума, вывезла, она как будто бы, знаешь, вот часть психики остается в тебе, и ты это проживаешь, а часть твоей психики, твоего сознания как будто со стороны смотрит и офигевает, типа, а что происходит, это со мной сейчас, вот со стороны, потому что если на 100% я буду это все проживать, я, наверное, сойду с ума. Я не вывезу, если... Я там кофе всегда беру. Если ты пьешь кофе, я тебя угощу кофе. Но если ты не пьешь кофе, я докурю, а ты не знаю, пьешь капучино? И там капучино очень вкусный. Давай капучино. Я возьму как себе беру. МК, 1 сахар, погодите. Я в школе 800 лет. Я каждый раз... 100 лет не была. Да, вообще, а уж этих роллов мы 100 лет не ели. Это же самые вкусные роллы. Вообще, мира. Пахнет такая. Вот этот опаленный лосось. Красота. Кайф. Я о них грезила, Таня. Я говорю, Слушай, у тебя есть там доставка? нет, доставки. Никакой? Ни роллов, ни пиццы? Не, А в райцентре у вас там тоже нет? ну там есть какая-то типа ларька, где можно эти роллы закинуть. Ну понятно, это не то, конечно. Так, сейчас я тоже вспомню. Красота. Вкусняшка. Вообще, ностальгия. Ну, это реально кайфовые роллы. Таня, моя мечта исполнилась. Как я давно не ела, Таня. Сейчас я вот так сниму. Очень красиво. Вау. Потом с ленками. Потом будет на память видео. Давай. Тортик Наполеон подарили от заведения. В честь моего дня рождения. Это ведь Наполеон, да? там? Да-да-да. С клубничкой, с мятой. Класс. Красота какая. Ну всё. Вкусный? В общем, мы поболтали о своем, о девичьем, поели вкусно и потом пошли гулять, выбирать мне подарок. Ой, такие прикольные. С крылышками. Такие классные. Ой, я не могу, такие милые. Какой-то Таня привела меня в какой-то магазинчик с чудесами, создаются руками. Сейчас посмотрим, что там. Елки настоящие. Пойдем посмотрим. Шары новогодние советские. Интересно. Здесь вот даже белочка какая-то или лисичка, кто-то. Но у меня раньше такие были маленькие. Вон даже птичка. На этой. Сова. Такой магазинчик. А ты что здесь обычно берешь, Тань? Я серьги беру, какие-нибудь сережки, колечки. Ну, я вот по бижутерии больше, А браслетики. где их посмотреть-то? А, вот здесь? Не, везде, тут много А, где. везде? Вот косметики всякой полны. Богатство девичье. Да. Вау, смотри, вот эти прикольные. Вот я почему не стала ничего брать, думала, лучше сертификат подарю. Ага. Ну, вкус может быть Я разным. хотела стеклянные Пусть Наташа шарики. сама выберет. Смотрите, какие шарики стеклянные, красивые. Я хотела давно. Класс, на Новый год вообще, да? Красивые серьги. Так, подожди-ка, вот либо... А сколько они стоят? Как? 700. 700. Ну, Ну, то есть нормально, действительно. тоже, смотря, Угу. перышки. Они сколько? А эти 350. 350.
Вот эти тоже. Тоже новогодние какие. Вот эти сферки я хотела стеклянные давно, кстати. Да? Такие Возьми вот я то, что давно искала. хотела. Возьмем и то, и это. Правильно. Тут посуда вон какая классная, смотри. А тут разные сейчас вещи всякие красивые. Вот Слушай, это тоже со своими руками, смотри, из гипоксидной смолы. ой, так серьги. Да, серьги, сережки. А, эти чернушка, малинка. Так красиво. Но я люблю висюльки, серьги, конечно. Вот здесь, смотри, вот есть мандаринки, грибочки. Грибочки с жопками, грибочки. Это что? Всякие. Крылья стрекоз. Красиво. Браслеты. А где здесь кольца, кстати? Идем. Ну, какие-то природные всякие штуки. А, вот они, да? Тут на самом деле в разных местах надо смотреть. Тут вот повсюду. Вон там тоже кольца есть с камнями, Наташ, там чуть дальше. Только надо посмотреть, что... А, вот, спасибо. Я хожу, думаю, кому их отдать. Ну, корзиночку такой дали для... А, вот здесь еще есть, да? Ну, тут не кольца, тут серьги, Ой. броши под природу. Вот эти вот брошки такие классные. Они из настоящих листьев, Да, по-моему, да, их как-то вот в этом железе делают, Да. вымачивают. Я Да, помню, там помню. идет при 1200 градусах вот это. Да, я помню, мне кто-то рассказывал. Может быть, из них что-то взять. Но вот, кстати, дубовый листок тут есть. Это дубовые листья, да? Маленькие. Настоящие. Ну-ка. 1000 рублей стоит. А что за камень, интересно? Это прям как будто для принцессы какой-то браслет. А вот этот зелененький тоже прикольный. Лунные камни всякие. С этими, вот, видишь, со сферами. С пчелкой что-то. Пчелка. Пчелка тут внутри. Море всегда с тобой. Ну все, вкусовой сосочки, держитесь. Планы на сегодня. И смех, и грех. Прикольные тарелочки. Море всегда с тобой, у тебя все получится. Смотри, какая классная тарелка. А здесь, кстати, тоже. Живи сердцем, смотри. Слушай, Наташа. Красиво, живи сердцем. Правда, смотри-ка. Вот это мне больше нравится, чем серьги. Ну да, Вот это нарезать какие-нибудь сырочки, все такое, и вот такая... на Новый год. красота. 1400. Ну вот это можно взять вместо серег. Мне кажется, она меня больше привлекает. Ой, смотри, какая милота. Да, прям Кошечку держит. Это дух леса кошечку держит, да? Красиво. А что, это подставка, что ли? Нет, это Магнит. просто магнитик, 550 рублей. Красиво. Смотри, какие они прикольные с котами. Вот этот фиолетовый, смотри. Лисичка. Смотри, какая она классная. Вот это я Алисе хочу подарить. Вот эту лисичку. Это магнитик, да? Вот я Алисе подарю. Прикольно. А вот это, погоди, она такая же? Подожди-ка, ну-ка, давай сравним. Вот это только с этим. Ой, такая прелесть. Какая из них? Со снегом? Мне кажется, со снегом. Да, лучше. она как-то уютнее. Вот это возьму. Такая прикольная. Душевные такие штучки. Опа. Что тут еще есть? Всякие тарелочки деревянные. Вот здесь кондиционер есть. Вот. Здесь с кондиционером полегче как-то. Тут тоже всякие браслеты, вязаное что-то. Вот это вот что за чудо-юдо? Это кто? Зелененькие, такие прикольные. Ну, написано кикиморка. Мухоморчик. Такие прикольные. Чокеры вот эти, которые наши украшают. Я раньше любила такие носить. Вот есть черные, а есть вот такие вот, они очень женские смотрятся на шее. Может мне вот такой чокер взять? Сколько он стоит? Так, 590. Беленький какой-нибудь. Куда его носить буду? Видео когда снимаешь? Хотя... Вот, все, теперь не видно. Красиво. Я не смогу, наверное, сама засечь, но попробую. А, получилось. Ой, слушай, класс. Красиво. Смотри, как классно. Вообще. Очень романтично. Только нужно декольте большое. Женственно.
В общем, в итоге мы выбрали мне подарок, а потом пошли в местную кофейню, выпили очень вкусного кофе. Ну и я вернулась домой вот с такими вот красивущими подарочками. Кстати, не только для себя, но еще для кое-кого. А дома меня ждали мои котейки и красивущий снегопад. Вы только посмотрите, какие хлопья летят с неба. Это просто невероятная романтика. А еще, пока я ездила в город, мама с племешом нарвали вот таких вот еловых веточек на моем участке. И я из них сделала вот такие красивущие букетики, из-за которых по всему дому стоял невероятный аромат еловых веток. Это просто сказка. Мне так напоминает этот запах о детстве, из-за чего у меня сразу же образовалось новогоднее настроение. Ну, в общем, на сегодня и все, друзья. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии, донаты, поздравления. Я, если честно, еще столько поздравлений никогда не получала. Их было настолько много. В общем, я вам очень благодарна. Я благодарна вам за то, что вы есть в моей жизни. Спасибо вам большое. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.